эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Якутия заключила более 40 соглашений. Профессиональный праздник День работников нефтегазовой промышленности отмечают сегодня в России. Сегодня якутская телебашня окрасится в цветах Хабаровского края. На острове Русский города Владивосток завершился 6-й Восточный экономический форум. Об итогах работы делегации Якутии подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Восточный экономический форум в столице Дальнего Востока проходит с 2015 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса он не состоялся. Якутия на этом форуме принимает участие каждый год. И этот год не стал исключением. Программа делегации нашего региона, как и в предыдущие года, была насыщенной. В итоге Якутия подписала 41 соглашение. Безусловно, Восточный экономический форум – это главный экономический форум Дальнего Востока, один из главных в стране. И очень хорошо, что после годичного перерыва из-за пандемии он сейчас прошел. Прошел он для Якутии традиционно успешно. Мы заключили 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Как отметил глава Якутии, спектр подписанных соглашений довольно разнообразен, начиная от вопросов креативной индустрии, заканчивая вопросами сотрудничества Якутии с другими субъектами Дальнего Востока и странами. Конечно же, и все соглашения они были заранее проработаны. Был большой подготовительный период. Я благодарю правительство, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений. И, конечно же, есть соглашения, которые совсем новые. Новыми соглашениями для Якутии стало сотрудничество республики с акционерным обществом Дом РФ. Здесь, благодаря этому документу, в будущем акционерное общество будет софинансировать проекты по строительству социальных объектов в городах Нерюнгри и Якутск. Целый ряд регионов сегодня с нами оформляет подобного рода меморандумы. Мы заходим сегодня на Сахалин, Магаданскую область, Хабаровский край, Приморский край. И вот с Якутией мы тоже сегодня подписываем такое соглашение. Важный это этап, который обозначит конкретные объекты и в Якутске, и в Нерюнгри, и позволит создать вот эти площадки, потому что в стоимости жилья, к сожалению, очень квадратного метра очень много приходится процентов до 10-15, то есть 20% именно на инженерную структуру, дороги и так далее. Если это будет сделано вот таким образом за счет дешевых относительно денег, то возможности по строительству социальных объектов жилья резко возрастают. Помимо всего этого, делегация Якутии принимала участие и в основных программах форума. Так, ключевым событием форума стало пленарное заседание главы государства Владимира Путина с участниками форума, где также приняли участие в формате видеоконференц-связи представители и руководители таких государств, как Казахстана, Монголии, Китая, Таиланда и Индии. В своем выступлении премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил взаимодействие Якутии со штатом Гуджарат Республики Индия. Я очень рад сообщить, что алмазодобывающая отрасль развивается очень хорошо непосредственно в лице представителей Республики Саха-Якутия и штата Гуджарат. Они непосредственно активно общаются в рамках сегодняшнего форума. Якутия в рамках форума вновь встретилась с делегацией Индии и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, но уже по новым направлениям. Мы представили как один из главных университетов Северо-Востока Российской Федерации, представили то, что у нас имеются англоязычные программы по нескольким направлениям. Еще одним моментом это является продвижение русского языка, культуры. В конце года мы проведем именно по продвижению вот этого языка большое мероприятие у нас в Якутске. Ну и еще одним предложением стало то, что мы предлагаем провести День русского языка именно в Индии. Не осталась в стороне и культурная программа форума. Здесь Якутия также принимала активное участие. Так, глава Якутии Айцай Николаев принял участие в посадке деревьев. Акция была организована мэрией города Владивосток для восстановления флоры и фауны Приморья. Все деревья выращены в ботаническом саде города Владивостока, которые подготовили все саженцы и весь посадочный материал. Часть из них, большинство, являются реликтовыми и очень ценны в Приморском крае. В Якутии что попалось? Не знаете?
Магнолия зибальта – очень красивое дерево, которое цветет практически все лето и будет радовать всех якутов, которые будут приезжать на каждый год форума. Традиционные главы субъектов страны приняли участие на открытии улицы Дальнего Востока. Здесь каждый регион в рамках форума представила и свою экспозицию. Якутия на своей площадке показала инвестиционную привлекательность своего субъекта. Это территории опережающего развития Канкаласы и Южная Якутия. Помимо этого, здесь работала и площадка «Сделано в Якутии», где каждый гость и участник форума смог приобрести себе продукт, сделанный в Якутии. Вот так прошла работа делегации Якутии на 6-м Восточном экономическом форуме. Более подробно о некоторых моментах будем освещать в последующих выпусках новостей. Дмитрий Тымыров, Власий Сергеев, Джулстан Иннокентьев, Георгий Григорьев, Владивосток, Приморский край. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечает сегодня страна. С профессиональным праздником якутян поздравил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что развитию нефтегазовой отрасли в регионе уделяется особое внимание. Осваиваются нефтегазовые месторождения, создаются высокотехнологичные производства по добыче и транспортировке нефти. Ведутся геолого-разведочные работы. Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года в республике составил почти 16 миллионов тонн. Также Айсен Николаев подчеркнул, что при поддержке предприятий нефтяной и газовой промышленности в регионе реализуют образовательные проекты по подготовке специалистов нефтегазового комплекса. Ведется строительство и благоустройство школьных стадионов, детских спортивных площадок и других социально значимых объектов. Поздравляют и чествуют всех, кто связан с этой сферой с 1980 года. Наши коллеги решили узнать, кто в Алмазном регионе следит за качеством черного золота и какую роль сегодня газ занимает в городе. Юлия Белова с черным золотом дружит. Еще со школьной скамьи на уроках химии девушка представляла себя лаборантом. О том, что будет работать напрямую с нефтью, не подозревала. Сейчас с закрытыми глазами возьмет пробу горючего и проведет анализ. Для меня работа очень интересная. Мой рабочий день начинается с того, что мы едем на нефтебазу, допустим, да, и берем там наши пробы, которые нам уже подготовили. Наступает наш рабочий процесс. Мы замеряем плотности, вязкости, делаем хлористые соли. Лаборатория Накынского отделения существует всего 2 года. Ранее контроль дизельного топлива проводили на нефтебазах по месту. А с переводом энергоустановок подразделений компании на нефть возникла потребность в организации единой контрольной лаборатории. Наталья Иванова – ее руководитель. Работает в ней с начала открытия. У нас для ускорения процесса и для упрощения работы персонала были закуплены аппараты автоматические, например, автомат для определения фракционного состава. Это достаточно сложный процесс, где достаточно сложно попасть и сделать точный анализ. Нефть и другое топливо, которое тестирует лаборатория, отправляются на все производственные площадки. От итоговых проб и исследования молодых специалистов зависит, как в дальнейшем будет работать техника. Сами девушки признаются, ни один некачественный продукт не просочится. А вот Артем Филиппов связал свою жизнь с газом. На работе приходится и с бумагами дружить, и с газовым оборудованием. Второе нравится больше. Смотрим регуляторы давления газа, чтобы они работали исправно, чтобы не было перебоя подачи газа потребителям, чтобы все работало стабильно. Сегодня в Алмазном регионе 142 жилых дома уже газифицированы. 87 домов в Тасюряхе, 51 в Мирном и 4 в Алмазном. С каждым годом число желающих перейти на газ растет. Например, в этом году Алроса выделила деньги на газификацию в районе Заречный. Артем Филиппов считает, что в Мирном у газа большие перспективы. Опасным видом топлива его не считает. 8 лет назад, когда я устраивался на работу, когда еще был молодой, тогда я еще боялся работать с газом. То есть я учился у опытных работников и понял, что тут в газовой сфере, опасном производственном объекте, у нас самое главное соблюдать технику безопасности. Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире – 19%. Она занимает 2-е место среди стран по добыче сухого топлива. Добыча нефти тоже не отстает – 2-е место в мире. Работа специалистов этих отраслей приносит самый большой доход в бюджет страны. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».
Природный пожар площадью 113 гектар ликвидировали в республике за сутки. Всего на территории Якутии действует 29 природных пожаров. На тушении задействованы 444 человека и 27 единиц техники. Отмечается, что приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в 10-километровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где действует 7 очагов. Для тушения привлечена группировка в составе 143 человек и 13 единиц техники. Перейдем к эпид-обстановке в республике. 145 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки. Из них в Якутске 82 случая, в Верхневилюйском, Верхнеколымском и Нерюнгринском районах по 5 заболевших, в Среднеколымском, Устьянском, Хангаласском районах по 4. Также по 3 человека заболели в Ленском, Мирнинском, Алекминском, Таттинском, Усть-Алданском районах. По 2 в Булунском, Верхоянском, Момском, Намском, Аймиконском, Сунтарском и Усть-Майском районах. Единичные случаи зарегистрировали в Алданском, Алаиховском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Тампонском и Эвено-Бытантайском районах. За сутки лабораториями республики проведено 4266 исследований. Красная книга России будет переиздана впервые за 20 лет. В нее войдут 443 вида животных. 122 будут исключены из этого издания. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума. В последний раз книгу издавали в 2001 году. Утвержден новый список, потому что за 20 лет ситуация изменилась. 14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Министр отметил, что тираж составит 2000 книг. Они будут направлены регионам, в главные библиотеки и в учреждения. Электронная версия издания будет выложена на сайте Минприроды. В Якутске почтили память заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина, давшего начало развитию вольной борьбы в Якутии. В этот день спортивная общественность, ученики и родные возложили цветы к памятнику и вспомнили труды и заслуги добрыми словами. Дмитрий Коркин является гениальным тренером. Он не только воспитал множество якутских борцов, но также внес большой вклад в развитие вольной борьбы по всей стране. В стенах его школы воспитывались 448 борцов, из которых вышли 175 мастеров спорта, 12 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных мастера спорта. В 70-е годы он также воспитал лучших мировых борцов, олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пенигина. Просто я хочу отметить, мы живые свидетели, которые сейчас мы находимся, живем, и показали результаты благодаря методике Дмитрия Петровича Коркина. Поэтому это раскрывать, это изучить у нас должны изучить наши тренера и специалисты по спорту. Это очень великое дело было бы. Есть у нас талантливые дети, просто их надо, как Дмитрий Петрович Коркин, воспитывать, тренировать. Боксеры из Якутии выиграли медали чемпионата России, который прошел в Кемерово. Заслуженный мастер спорта Василий Егоров в финале уступил Ахтему Закирову со счетом 2-3 и стал серебряным призером турнира. А 20-летний уроженец Мегино-Кангаласского района Евгений Мартынов удостоился бронзовой награды чемпионата. Оба спортсмена выступили в весовой категории 51 килограмм. Якутская телебашня окрасится в цвета флага Хабаровского края – зеленый, белый и голубой – сегодня в 21:00. Напомним, праздничную подсветку под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, вносящих значительный вклад в борьбу с лесными пожарами в Якутии, включают с 18 августа. Всего в тушении пожаров в республике участвовали специалисты и службы из 18 регионов страны. На территории региона работали авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, сводный отряд инженерных войск Восточного военного округа, авиационная группировка и наземные силы МЧС Российской Федерации и Федеральный резерв авиалесоохраны.
Ветер и мокрый снег ожидаются в арктических районах Якутии завтра. В Устьянском, Абыйском и Колымских районах синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15-17 метров в секунду. По побережью местами до 23 метров в секунду. На юго-западе и юге Якутии под влиянием южного циклона пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На этом у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.